Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что случится со дня на день? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что случится со дня на день. Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы волнуют моими руками. Ох, как замечательно. Тут два человечка пьют из одной чаши. Вы посмотрите, да, в самом основании у нас чаша. Один человечек пьет и другой пьет. Но, мои хорошие, я за вас безумно рада. Чаша — это про любовь, это про хорошее самочувствие, про исполнение и про возможности. Чаша вообще на самом деле дар. Да, именно дары. Вот с кем-то вы будете делиться этими дарами, либо кто-то с вами поделится, а может быть, вы совместно получите этот дар и будете наслаждаться тем, что вы получили. Кого-то ждет романтика. Романтика, любовь, свидание, признание, конфетки, цветочки, поцелуйчики, обнимашки и бабочки в животе. А у кого-то это будет победа над какими-то неприятностями, над болезнями, над горестями, либо над бедой. Совместная победа. Здесь люди счастливы, эмоции переполняют. Смотрите, какая полная чаша, переполняет. Будет очень хорошо. И очень замечательно, что рядом с вами будет тот человек, с кем вы будете этим делиться. Радость вдвоем гораздо лучше, чем радость одного человека, который там сидит себе, тихонечко сам себе радуется. Поверьте, здесь праздник, здесь феерия. У кого-то, кстати, отыграется как и мероприятие. Это может быть свадьба, это может быть юбилей, день рождения, может быть какое-то представление. Это там, где вы будете чувствовать себя замечательно, где будет тепло, где будут замечательные люди. Да, либо вы познакомитесь с замечательным человечком, с кем состоится замечательный разговор с дальнейшим продолжением в виде любви, либо в виде дружбы, возможно, даже и сотрудничества. Дальше, мои хорошие, здесь у вас юла, как справа, так и слева. Ну, юла — это такой, знаете, знак на грани. Почему на грани? Да потому что юла, она крутится, да, вот волчок еще называют. Из тех мест, откуда я родом, называли юла. Знаю, что есть название волчок. Это то, что вот так делаешь, да, и там конус, он крутится, и прямо оно само собой ходит. Вот, у вас две таких штучки, причем одна из них это ваша, лично ваша, это дела, события, которые вы будете раскручивать для себя и для своего блага. Да, придется постараться, придется покрутиться, и, возможно, все вокруг вас будет крутиться, и нужно будет уметь вовремя там среагировать и выдернуть себе что-то, да, себе в пользу, себе во благо. И с другой стороны у вас это идет от человека. У кого-то отыграется на работе, вас будут немножечко, как знаете, напрягать, да, там, давать сразу несколько заданий, либо ставить какие-то цели, которые потребуют от вас очень таких качеств, да, юркого человека, который, ну, извините, 4 руки имеет, да, потому что здесь по-другому и не скажешь. Вам придется крутиться. В одном случае вы крутитесь для себя, а в другом для кого-то. Либо по просьбе кого-то, либо по приказу кого-то. Но, тем не менее, и тут, и там вы справитесь, все получится. Не получится только лишь у единиц. Почему? Это неумение сосредоточиться, это неумение адаптироваться к тем ситуациям, которые вокруг вас. Но я вижу, что большинство из вас, прям вступив, раскрутив эту юлу,
да, они добьются всего, чего хотели, а кто-то добьется даже гораздо больше. В любом случае, будьте посмелее, будьте поактивнее. И помните, что у страха глаза велики. И еще, да, глаза боятся, а руки таки делают. Помните об этом, не надо бояться. Вы человек сильный, выносливый, умный, у вас все получится. Абсолютно все. Дальше, мои хорошие. Здесь у вас попрошайка выходит. Попрошайка. Кто-то будет привидняться. Здесь могут попросить что-то для себя. Да? То есть у вас будут просить: сделай мне, помоги мне, одолжи мне, проконсультируй меня, там, со мной сходи. Да? Вот такие вещи. И могут просить у вас во что-то вложиться материально. Да? Какую-то вещь отдать. Либо кого-то даже могут попросить быть не поверенным, а как поручителем, да, поручителем по какому-то делу. Могут даже попросить, чтобы вы там за кредит чей-то подписались. Причем вас будут уверять и говорить: нет, ты что, я там завтра отдам, мне просто перебиться на сегодняшний день. Знаете, что будут обманывать? Вот кто бы к вам ни пришел, что бы у вас ни просили, человек будет обманывать. Человек может справиться с этой ситуацией самостоятельно, либо человек не так сильно нуждается, как он вам будет рассказывать. Здесь желание нажиться на другом человеке, либо за счет другого человека получить что-то, да. Ну, допустим, приходит человек и говорит: ой, мне денежек на хлебушек нету. А на самом деле у этого человека, например, в банке лежат деньги. Ему просто лень идти и снимать. Либо они у него под процентами. Он думает: ой, это же если я сейчас сниму, значит, я что-то там где-то потеряю. А человек ничего вот лучшего не придумывает, чем прийти к вам и начинать вот разыгрывать из себя там голодного, холодного и выпрашивать у вас. Как поступать? Не будьте дураками. Извините за такие слова, но будем называть вещи своими именами. Если вами вот так вот пытаются пользоваться, и вы это понимаете, вы это чувствуете, а я больше чем уверена, меня смотрят очень продвинутые люди, у которых заостренные чувства. По крайней мере, вот я, делая эти отсыпки, я всегда прошу, чтобы пришли достойные люди на мои отсыпки. Вот прям достойные. И я не думаю, что здесь среди моих зрителей есть люди, которые не обладают интуицией, либо не обладают острым разумом. Вы очень необычные, я вижу это в своих отсыпках. Вот что вам будет подсказывать ваша интуиция, так и поступайте. Но не дайте собой воспользоваться и не дайте себя одурачить. Тем более, если речь пойдет о каких-то больших деньгах, либо о поручительстве по каким-то вопросам. Понимаете, вам придется это все оплачивать, и вам придется за все это отвечать. Пусть не сейчас, но в будущем. Зачем же вам себе своими собственными руками создавать себе проблемы в будущем? Подумайте об этом. Есть много способов отказать и при этом не обидеть человека. Вот сейчас, после этой отсыпки, вы можете посидеть и подумать. Да? Вот если придет человек, что я могу сказать, либо что я скажу, чтобы как подготовиться. Но прям неприятно то, что этот человек будет делать. Неприятно, кстати, и то, что человек будет пытаться играть на вашей совести, либо на ваших чувствах. Ну, такой актер, да, актер, лицемерный человек, который прям попытается, и это будет противно. Но кто послабее, понимаете, может расчувствоваться. Расчувствоваться, там, либо совесть начнет колоть. Не надо себя обманывать. Нужно будет трезво смотреть на ситуацию. Идем дальше. У вас тут выходят дорожки. Но дорожки у вас выходят короткие. Короткие дорожки — это либо дом, работа, магазин, либо это очень успешные дороги. То есть когда человек идет коротким путем. То есть в кратчайшие сроки добивается того, что задумал, либо того, чего хочет. В принципе, у вас все открыто, кроме дорог, связанных с вашими близкими людьми, либо с родственниками. Здесь могут быть какие-то проблемки. Проблемки, связанные с тем, что вот желание как-то все сделать там на высшем уровне, либо по высшему разряду. То есть как не перехитрите себя, да, не обманите себя, делайте так, как получается. Перфекта его не существует в природе, да, вот нету идеала, вот прям такого чистого, настоящего, пропорционально правильного идеала. Это выдумка.
Это выдумка. Все в природе несовершенно. В этом и есть прелесть естества. То есть идите кратчайшим путем и идите к своей победе, к своей цели. Там что-то наворачивать, набавлять, прибавлять, приукрашать, вот этого делать не надо. Даже если ваш близкий человек будет об этом просить, либо предлагать. Зачем нужно совершать какие-то дополнительные усилия? Зачем нужно совершать какие-то дополнительные действия? Жизнь, она так скоротечна. Вы можете потратить это время с большим каким-то результатом, либо с большим удовольствием. Кстати, про удовольствие. Здесь идет нечто невероятно вкусное. Либо пить будете, либо кушать будете. Либо вы себя побалуете, либо кто-то вас побалует. Но прям человек несет что-то невероятное. Мне похоже, что это торт. Торт, либо, ну я не знаю, может это какое-то необычное вот такое большое прям блюдо, что прям человек двумя руками несет. Ну смотрите, да, вот человек, вот это вот блюдо прекрасное, вот вы стоите, и вот он пытается на стол поставить. Какое-то невероятное угощение. Что-то будет прям фантастическое. Вот. Мои хорошие, знайте меру. Сразу хочу предупредить, знайте меру, потому что у вас могут быть последствия, да, последствия после переедания, либо перепивания того, что вам будет очень, например, вкусно, да, что вам очень понравится. Так, еще могут отыграться еще и подарки. Подарки, которые кружат голову. Вот настолько это прекрасно. Но, честно скажу, кого-то мужчина женщину свою порадует. Порадует так, как не радовал, да как не радовал никогда. Вот прям за все годы вам подарок идет. Причем какой-то очень-очень необычный. Возможно, даже очень-очень дорогой. Вот прям постарается, как никогда не старался. Вот. Почему это будет делать? А совесть, девочки, совесть. А человек вам должный идет. То есть либо обещал и долго не выполнял, либо в принципе никогда ничего не делал, а тут прям совесть там по голове настучала, и как раз тут, знаете, как все сошлось, и возможности появились. Человек вам что-то такое прям преподнесет. Ну, к вам несет, для вас несет, для вас старается. Так, еще здесь у нас дверная ручка выходит. Ну, кому-то двери откроются. Двери могут открыться в новый дом, в новые возможности, в какие-то кабинеты. Это могут быть дела, это может быть работа. Да? Вот двери будут перед вами открываться. То, что было ну, прям заблокировано, забетонировано, теперь, пожалуйста, открывается. Вы долго чего-то хотели, долго о чем-то думали и мечтали, не получалось. Вот прям совсем не получалось. Вы старались, а оно от вас убегало. Вы пытались, а оно пряталось от вас. А тут на тебе. Неожиданно открывается само собой. Еще и зовет. Говорит, давай, пожалуйста, проходи. Мы тебя давно ждем. Все уже готово. Очень, кстати, интересно. Но здесь именно получение того, чего хотели. Опять же, могут быть всякие документы полученные, разрешения, суды выигранные. Да, то есть идет именно для вас. Дверь для вас открывается. Возможность к вам идет. Так, у вас тут еще лучник вышел. Ну, лучник это хорошо. Лучник всегда говорит о том, что вы будете целить прямо в яблочко. Яблочко — это и победа, и достижение, и возможность, и реализация. То есть не бойтесь себя, не бойтесь своих идей. Хочется — делайте. Знайте, что ваш глаз, он алмаз, и будете метить прямо в цель. Ошибетесь только в одном: если не совершите действия, либо откажетесь от той или иной возможности. Да, вот страх, что ой, не попаду, ой, не получится. Ну ладно, в следующий раз. Вот это ни в коем случае делать нельзя. Если вы видите свой таргет, натяните тетиву и пустите стрелу. И она долетит до цели 100%. Так, еще. Ну, здесь... Ой, какой-то вот человечек такой яркий, на петуха похож. Вроде как петух, но голова есть, голова и руки есть. Какой-то яркий человек. Это может быть и мужчина, и женщина. Попытается, ну как с вами, что ли,
ну, не сразиться, а как пободаться, что ли, да, кто круче, кто там ярче, кто умнее, как вызов, да, это даже не вызов, это какой-то челлендж. Челлендж, компетиция, конкуренция, вот что-то из этой серии. Но этот петух не знает, что останется он без хвоста. Может быть, вы не настолько яркая личность, вы не одеваетесь пестро, вы не наносите какой-то там сногсшибательный звездный мейкап. Может быть, вы, скажем так, не ездите на каких-то люксовых автомобилях, живете вы скромно, но у вас есть нечто большее, то, что недоступно этому человеку. Это ваш авторитет, это ваша сила, ваш талант и признание вас вот именно замечательным, добрым человеком. За вас вступятся. Вот неожиданно для вас вступятся люди, которые вас окружают. И не вы уже будете с этим человеком там бодаться, а этого человека просто запинают те, кто к вам хорошо относится и кто вас любит. Это, знаете, это не момент триумфа, это момент тепла и радости. Вот вы поймете, насколько много хороших людей вас окружают. И да, порой эти люди сидят и молчат. И иногда, скажем, в ответ на ваше приветствие человек просто кивает головой. Да, но при этом человек к вам невероятно хорошо и тепло относится. И если вдруг кто-то там пытается на вас рыпаться, да, человек сразу же встанет и будет вас защищать. Вот идет такая ситуация. После этой ситуации, вы знаете, вот прям и тепло, и радость, и, ну, прям, знаете, это даже не благодарность, это больше похоже на, ну, как одна большая семья, да, вот вы понимаете, что вас окружают такие хорошие, добрые люди. Ну, кому-то хвост надерут, причем за вас. Не вы, но за вас надерут те, кто вас любит и кто к вам хорошо относится. И для вас это будет приятным таким событием, да, приятным сюрпризом, как много хороших людей. Так, еще, мои хорошие, сети выходят, сети. Но сети... Они вышли у нас приблизительно ближе к середине. Это может говорить о том, что вы, возможно, рискуете попасть в чьи-то сети, либо кто-то рискует попасть в ваши сети. Это идет по любовной тематике. То есть кто-то вас привлечет, понравится вам человек, либо наоборот, человек будет вас добиваться, там, ухаживать за вами, там, подойдет познакомиться. Ну, в принципе, так, знаете, неплохо. Неплохо. Я не вижу тут продолжения, потому что мы смотрим на несколько дней, но я вижу, что будут приятные впечатления, приятные воспоминания. Кстати, по сетям может быть какое-то знакомство в интернете, кстати, не только любовное, может быть и там по работе что-то важное, либо по учебе, да, что-то вы найдете, какую-то информацию. Вот в свои сети поймаете нечто важное для вас и для вашего будущего. Так. Тут странно выходит и расходы, и доходы. Причем в каких-то равных пропорциях. Ну, либо то, что получите, сразу потратите, либо вам предстоят расходы, и тут же вы получаете доходы. Вот, интересно. И то у вас пойдет в ближайшие дни. Ну, в принципе, пожалуй, наверное, и все. Вот. Песочек сам по себе добрый, положительный. Положительных эмоций здесь гораздо больше. И вы у меня здесь, в принципе, если постараетесь, если не побоитесь, если за себя постоите, за свои, вернее, интересы, не за себя, за вас тут уже постоят люди, за свои интересы, то можете добиться, либо переделать, либо добиться гораздо больших результатов, чем, ну, вы планируете, либо там думаете и представляете. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем пока-пока.